Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел рабочее совещание по вопросам АПК. Миграционная служба Туркменистана открыла новые пункты по оформлению биометрических паспортов. Объявлены вакансии для водителей такси в Ашхабаде и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провел рабочее совещание с участием заместителя председателя Кабинета министров Атахалыева, курирующего агропромышленный комплекс, и хакимов вилаятов, на котором был рассмотрен ход сезонных полевых работ. Как сообщалось, в эти дни в вилаятах продолжается сев хлопчатника и весенних культур. В конференц-зале Центра общественных организаций Туркменистана состоялась презентация книги президента Сердара Бердымухамедова «Анау. Культура из глубин тысячелетий», посвященной провозглашению древнего города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году. Торжественное мероприятие предварила выставка, отражающая богатое культурное наследие и творческие традиции туркменского народа. Здесь были представлены образцы декоративно-прикладного искусства, рукотворные свидетельства нашей древней истории и богатейшей культуры. Центральным экспонатом стал новый труд главы Туркменистана. Открылись пункты обслуживания по оформлению биометрических паспортов для граждан Туркменистана в новых подразделениях вилаятских управлений Государственной миграционной службы Туркменистана. Новые подразделения открыты в Дарганатинском и Трабском отделе Лебабского вилаятского управления, Газаларбадском и Трабском отделе Балканского вилаята, а также в Тактабазарском и Трабском отделе Марийского вилаята. Акционерное общество открытого типа «Автомобиль Улак Хизматы» объявляет об открытых вакансиях. Компания приглашает на работу граждан Туркменистана, желающих работать водителями такси. Основные требования к кандидатам – наличие водительских прав категории БЦ и опыт вождения автомобиля. Соискателям предлагается обращаться в офис компании по адресу город Ашхабад, жилой массив Чоганлы, проспект Ниязова, 422. Руководители железнодорожной отрасли Туркменистана примут участие в международной конференции «Железнодорожная логистика. Актуальные задачи развития», которая пройдет в Минске 4 апреля. В форуме также ожидается участие руководителей международных транспортных организаций железных дорог Беларуси, России, Китая, Казахстана, Азербайджана и Киргизстана. Эмма Стоун, недавно получившая «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Бедные и несчастные», стала самой стильной знаменитостью этого года по версии «Нью-Йорк Пост». Эксперты издания очарованы смелыми экспериментами актрисы с кроем платьев и искусным сочетанием различных текстур тканей. Стоун не боится играть с модой, искусно балансируя между классикой и авангардом. Она одинаково эффектно выглядит как в элегантных платьях в пол, так и в дерзких мини-юбках. «Нью-Йорк Пост» также отметил Марго Робби, чей стиль вдохновлен золотым Голливудом, и Тимоти Шаламе, который искусно сочетает мужскую классику с современными трендами. Британские ученые взялись за редактирование генов картофеля, чтобы сократить время его приготовления до нескольких минут. Это решение продиктовано падением спроса на продукт в Великобритании из-за длительной варки. Новый проект позволит сделать картофель таким же быстрым в приготовлении, как макароны или рис. Генная модификация направлена на изменение той части ДНК, которая отвечает за скорость размягчения клеток овоща. В результате должен появиться идеальный картофель, долго сохраняющий товарный вид и свежесть, устойчивый к болезням и вредителям и при этом быстро готовящийся. Более 450 спортсменов из 109 стран собрал стартовавший в таиландском Пхукете Кубок мира по тяжелой атлетике, в котором принимает участие и команда Туркменистана. Кубок мира является заключительным квалификационным стартом на летние Олимпийские игры 2024 года. По итогам данного турнира будет сформирован окончательный рейтинг. Сборная Туркменистана представлена на турнире 9 спортсменами. Туркменский футболист Муса Нурназаров заявлен за клуб «Равшан» из города Куляб для участия в чемпионате Таджикистана сезона 2024 года. 25-летний Нурназаров недавно стал обладателем Кубка Федерации футбола Таджикистана. Его контракт с «Равшаном» рассчитан до 31 декабря текущего года. Чемпионат Таджикистана стартует 6 апреля и пройдет с участием 12 команд в 2 круга. В Ашхабадском олимпийском городке прошел чемпионат Туркменистана по настольному теннису, в котором приняли участие 120 спортсменов из всех вилаятов страны. Организаторами чемпионата выступили Государственный комитет по физической культуре и спорту, Федерация настольного тенниса Туркменистана и Главное управление физкультуры и спорта города Ашхабада. В соревнованиях доминировали ашхабадские спортсмены, завоевавшие золотые медали как в командных, так и в индивидуальных соревнованиях. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.